Друзья, я нахожусь в гостях у Амира Хашиева. А в чем была виновата моя мать в 3-годовалом возрасте? Ей 3 года. В чем она виновата? И вот когда они это вытворяли, они понимали, что они это делают с кавказским народом. Я не хочу межнациональной вражды, я хочу просто люди, чтобы понимали это. После просмотра фильма Вахтанга Микеладзе, где одним из главных героев стал Хашиев Амир, я решил встретиться с ним лично и поговорить честно, по душам, про историю жизни Ингушетии. Мы встретились в Назране, в доме у Хашиевых, в знаковом месте. Про это чуть позже. Друзья, я нахожусь в гостях у Амира Хашиева. И здесь я не просто так. Уже на протяжении 2,5 лет я говорю о жизни здесь, в республике Ингушетия. И говорю не просто о том, как здесь живут ингуши, чем они здесь занимаются, о их достопримечательностях, но также поднимаю очень важные и серьезные темы. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Сегодня суббота, это значит, я говорю на очень важную, серьезную тему, которая касается, как вы уже догадались, жизни здесь, в республике. Амир, добрый вечер. Добрый вечер, Артем. Рад, что вы меня пригласили в гости. Правда, в этом доме я уже не первый раз, уже в 3-й раз. С вами мы недавно виделись, потому что я посмотрел фильм с вашим участием. Мне стало интересно, да, и мы с вами договорились по моей просьбе по поводу интервью, потому что я думаю, после просмотра этого фильма у подписчиков сразу возникнут много вопросов. И чтобы вот ответить на все эти вопросы, мы решили с Амиром встретиться, и я решил взять у него интервью. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие блоги, влоги, а также прямые эфиры, ставьте лайк этому видео. Задавайте ваши вопросы, опять же, мы на них вместе постараемся ответить. Амир будет наблюдать в Ютубе за вашими комментариями, так же, как и я. Если хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация внизу в описании под этим блогом, либо нажимайте кнопку «Спонсировать». Сейчас никуда не уходите. Нам, правда, вкусности здесь на стол несут. Все несут и несут. Да. Я записываю просто начало видео. Как видите, у меня все вживую, никакой постановки нет. Я всегда, как говорится, вот Амир знает, он сам не ожидал, что я так приду внезапно, буду какие-то вопросы задавать. Мы решили не обсуждать вообще никаких вопросов, а вот напрямую говорить. Поэтому меньше слов, никуда не уходите, не мотайте это видео, а то пропустите все самое интересное. Поехали! Амир, я на просторах Ютуба увидел шикарный документальный фильм про ингушей, про судьбу ингуша в целом, да? Да не только ингуша, а вайнаха. Да. Плюс в этом же фильме я, как вы знаете, недавно побывал в Грузии, говорилось о братстве грузин и ингушей, о том, кто как и чем помог. И вот лично с вами, или можно на «ты» сразу перейти, да, с тобой, я бы хотел поговорить о создании этого фильма. Я думаю, подписчикам, как я уже в начале этого ролика говорил, будет интересно. Чья это идея была снять этот фильм, кто принимал участие, ну и в дальнейшем, конечно, мы поговорим про, как говорится, все события, которые там освещены. Вот как вот к тебе пришла идея сделать такой документальный фильм, поучаствовать в нем? Мало того, я знаю, что он участвовал, если мне память не изменяет, судя той прессе, которую прочитал в интернете, на Казанском фестивале, который вы также посетили лично. Вот. Расскажите нам. Идея снять фильм была не моя, она мне не принадлежала. Идея пришла в голову знаменитому режиссеру, мэтру
документального кино Вахтангу Евгеньевичу Микеладзе. Он со мной связался, ему стала известна эта история. Кстати, он народный артист Республики Ингушетия, он интересуется, что здесь происходит. И как-то через одного моего товарища ему стало известно об этой истории. И он сказал, что это надо экранизировать, это надо снять, это надо показать. Я фильм делать не хотел, потому что этой уже истории около 20 лет. Я мог бы сделать 8 лет назад, 10 лет назад, но я не делал никогда. И мысли не было. Но Вахтанг Евгеньевич настоял. А потом и я подумал, сейчас же на Кавказе и вообще, в частности, среди войнах вот эти напряженки всякие идут, и думаю, давай я в эту серость брошу что-нибудь светлое, приятное, хорошее. И согласился я. Сняли мы этот фильм. Потом я узнал случайно, что в Казани проводится международный фестиваль мусульманского кино в Казани. Я думаю, у меня мусульманская тема, почему бы не поучаствовать. Председателем является руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнуддин, Верховный муфти России. И я подал заявку. Заявку подавал я, и нас пригласили. В Казани его показали как особое событие фестиваля. Имел большой успех, зал был в слезах. Многие меня благодарили, фотографировали, что-то автографы, я говорю, автографы давать. Ну, как распишитесь, пожалуйста. Вот. А потом даже учредителям фестиваля фильм настолько понравился, что они решили, что я, как герой фильма, должен пройти по красной дорожке. Это был единственный не актер, не режиссер, не сценарист, который прошелся по красной. Я говорю, я никогда не ходил, я говорю, не видел ее, о чем мне нужно делать. Так пройдешься, я говорю, пройдусь лучше, чем Ричард Гир. Вот такая была история. Смотрите, если по ходу событий. Я, например, узнал про депортацию, да, в принципе, весь фильм построен на этой теме, это боль ингушского народа, и не только, и чеченского, и многих других народов, да, которые были депортированы в Среднюю Азию, в основном в холодные, голодные степи северного Казахстана. Я об этом узнал в своей жизни, мне 30 с небольшим лет, как раз-таки в Назаране, в мае 2019 года, когда находился в музее мемориального комплекса Славы, да, который, кстати, также освещен очень хорошо в этом документальном фильме. Да. И мне там рассказали, как раз вот я увидел эту женщину, которая меня встречала, да, это такая как инсталляция, которая была в колючей проволоке, 23 февраля 1944 год. И я думал, что почему ингуши так изобразили родину-мать. А мне сразу гид, администратор поправили, сказали, это не родина-мать, это так изображена Ингушетия. Мы тебе сейчас все расскажем. Я говорю, почему 23 февраля? Они говорят, мы тебе все расскажем. И выяснилось, что именно в день Советской армии ингушей, чеченцев депортировали. И я был в ужасе. И вот хотелось немного поговорить про депортацию. Да? Всегда задается много вопросов, и у моих подписчиков, так как мой канал, он, можно сказать, межнациональный, меня смотрят помимо русских, ингушей, чеченцев еще и осетины, украинцы, армяне, грузины, вот, и многие другие народы в разных точках мира. Вот за что ингушей, чеченцев, братьев-войнахов взяли и депортировали в Среднюю Азию? Я-то знаю ответ на этот вопрос. Мне бы хотелось, вот как от ингуша, да, как от человека, который участвовал в создании, можно так сказать, этого фильма. За что депортировали? За что? Официальная версия говорит о том, что чеченцы и ингуши якобы сотрудничали с фашистами, переходили на их сторону и так далее, и так далее. И я как-то с юмором отнесся к этому вопросу, потому что Ингушетия не была под оккупацией фашистов. Их остановили на подступах к Малгобеку, который сегодня носит звание города воинской славы, который 11 раз или 14 раз по другим источникам переходил из рук в руки.
Тем более Грозный не был оккупирован, Чечено-Ингушетия не была под немецкой властью, оккупирована не была. И о каком сотрудничестве могла идти речь, я не знаю. Тем более тогда я надеюсь, что WhatsApp не было, да? Это я так для юмора. Вот, хотя здесь юмор неуместен. Но официальная версия такая. Если даже были моменты, были случаи, был этот бандитизм, то у этого бандита есть конкретная фамилия, я должен понимать, да? И в этом фильме я тоже сказал, когда фильм снимался, мне подобный вопрос задавали, я говорю, а в чем была виновата моя мать в 3-годовалом возрасте? Ей 3 года. В чем она виновата? На этот вопрос ответа нет. И вот конкретно сказать, почему это было сделано, у меня есть какие-то мысли. Значит, кому-то нужна была твоя родина, твоя земля. Наверное, так. А самое главное, вот я был в чем поражен, когда уже более детально изучал этот вопрос, что ваши люди, вайнахи, ингуши, чеченцы, они на тот момент времени были на самых горячих фронтах войны. Это Брест, это Брестская крепость, да. И известно, что там были ингуши и чеченцы, и причем ингушские и чеченские фамилии высечены на камне на Брестской стене. Я там был буквально вот в 2019 году, и это правда, это есть. У меня есть блог, можете посмотреть про Беларусь. А далее, ведь сколько было героев Советского Союза. Понятно. Как только объявили о депортации, им просто сорвали с плеч все эти призвания, звания. И это как-то несправедливо. Получается, народ кавказский, он отдавал свои жизни, он оставлял свои семьи. Он, можно сказать, уходил навсегда, потому что это война, и неизвестно, вернешься ты или нет. Он был предан России, Советскому Союзу. И с этим народом так жестоко поступили. И я хочу подчеркнуть, что среди всех наций, и русских, и украинцев Бандера, да, мы это можем, очень много было предателей. Но никого не тронули. Почему-то только, если уж и были у вас там бандиты в лесах, как говорится, обреки, ну это может быть пару-тройку человек, и из-за этих 3 людей выгонять весь народ, стариков, женщин, детей, которые здесь находились. Молодых парней здесь не было, все были на фронтах войны. Мужчины-то были на фронтах, мужчины воевали. В процентном отношении, вот если судить, какое количество составлял твой народ, и сколько людей ушло на фронт, ингуши на первом месте. Ну, ингуши. Да. Вот, конечно, воевали, сражались доблестно, как и всегда. У кого повернется язык усомниться в доблести войнавского народа. Но это деяние, оно настолько оно несправедливо, настолько, что даже не укладывается в голове. Люди, до этого совершавшие трудовые подвиги, поднимавшие целину потом после войны, добывавшие нефть для фронта, отдававшие свои жизни. Маулат Бисаитов, который первый встретился с дружескими войсками, со Вторым фронтом. Тот же водрузивший знамя на Рейхстаге Абдул-Хаким Исраилов, чеченец. Тот же последний защитник Брестской крепости Барханоев, Матгирей. Их много можно перечислять, и летчик Аздоев, и так далее, и так далее. И Щербаник Аздоев, летчик. Это герои. И это с их народом происходит в то время, когда они показывают чудеса храбрости. Когда они героически сражаются за эту родину, эта родина берет их. Но мало того, что они их переселили, тогда люди жили в городах, труднодоступных районах. И мы знаем трагедию Хайбах, чеченское село Хайбах. Из-за невозможности транспортировки их загоняют в конюшню, обкладывают сеном и сжигают
более 900 человек. Да, Мир, я еще добавлю. И у ингушей такая была история. Тех, Да. кого не смогли спустить. Да. Я проезжал это место в Жиравском районе, там стоит сейчас камень. Да. И находился интернат. Да. И также подожгли. Также подожгли и в Ингушетии. И вот, да, плавно подходя к теме, к чему я все вел, я в фильме просто поразился, что грузин извинялся за тех людей, которые вот подожгли Хайбах. Гвишани, по-моему, Да, это Гвишани, сделал. генерал Да. Гвишани, он сжигал. И вот в фильме, режиссер фильма Вахтанг Микеладзе, и он Да. прямо в фильме говорит, мы, говорит, сегодня извиняемся за тех наших соплеменников, которые тогда творили вот эти бесчинства. Это говорит о благородстве этих людей. Это грузины, мы давно живем вместе, веками, знаем. Хотя, И да, Мир. Хотя я подчеркну, что по одному человеку, мы только что об этом говорили, всю нацию, Грузию ни судить. в коем случае судить нельзя, ни в коем случае. И извиняться, в принципе, за людей, да, даже их людьми-то тяжело назвать, то, что они творили, да, с простым населением, мирным населением, Да. это ужас. О них даже говорить не стоит, потому что они не стоят нашего внимания. Вы Я про... тоже так считаю. Да, вы и про Берию сказали, там очень хорошо из Библии взят Да, кусок, да, Да. что это, можно сказать, сатана в обличии человека, который вот уничтожал людей, и у него судьба, Бог все видел, Бог в Да. расчете, закончилась точно так же, как он поступал со всеми другими людьми. Да. Смотрите, вот мы сейчас находимся в этом прекрасном гостеприимном доме у вас, и там за окнами, как говорится, если посмотреть в окно, мы увидим железнодорожный вокзал. Да. И вот как символично вышло, там находилась станция, да? Да. Откуда? Откуда забирали Это правда. вагоны? Что, Да. что мне тут... Вот с этого дома ушла 3-годовалая девочка, моя мать, Лида Хашиева. Вот с этого дома. Она 41-го года рождения, в 44-м. С родителями? С родителями. Ушли в Казахстан 9 человек. Ей было 3 года. Ей стало 6 лет, все 8 погибли, она одна осталась. Вот тебе и процент. А мама с папой? Мама с папой там поженились. Папа тоже, папе было 14, когда выселяли, или 12, я не помню. Угу. А маме 3 года. Они поженились там. А в каком городе они в Казахстане жили? Они жили в Караганде, и там на краю города Караганды. Мгм. И там рядом были 2 поселка, как его назывались они, Сарань. Мгм. Сарань, один Сарань, или Большая Малая Сарань. Угу. И там же жили предки Рамзана Кадырова. Да? Да. И дедушка Рамзана Кадырова очень сильно любил мою маму. И, кстати, она играла с отцом Рамзана маленьким. Да? Да. Ну, мы соседи были. Интересно. Да, такая. Я просто сам был в феврале месяце в Казахстане, вы знаете, наверное, слышали. Ну, естественно. Снимал очень много блогов, более 1,5 миллиона просмотров. Если все это объединить, было большое внимание. Многие русские, например, по своей национальности люди, да, не знали об этом, украинцы не знали, все были шокированы. И я, когда там ходил просто... Я-то был в теплом, Да. одет, вещи теплые с собой взял, шапка, штаны, куртки, ботинки, а вас отсюда забирали вот в том, что вы сидите, вот Да, сейчас да. бы, если не дай бог там началось, нас бы посадили в поезд в том, что мы находимся, и отправили бы в холодные степи Казахстана, я сам из Сибири. Вот если бы вас в Сибирь отправили на Алтай, как говорит моя мама, вы бы точно выжили, потому что там мягкий климат. Мгм. Там же ветра, если это минус 40, это просто все, это уже смерть. Конец. Да. И это, конечно, ужасно. Слава Богу, что Бог все увидел. И вот сейчас я хотел бы поговорить, раз мы заговорили о Рамзане Кадырове, о его родственниках. Вот именно о братстве войнахов. Я Да. просто увидел линию в этом фильме Да. ингушей и чеченцев. Да. Я, конечно, может быть, со своей стороны не имею права влазить в отношения, да, вот меня часто делают мне замечания. Почему? Почему бы не? Но я бы хотел просто еще раз подчеркнуть, что если бы не то единство и не то братство Да. ингушей и чеченцев Да. в то время, это я для молодежи сейчас говорю, для молодежи Ингушетии, Чечни, чтобы вы знали, вот это вот единство, сплоченность помогло вам выжить в тех ужасных условиях. И если бы этого не было, неизвестно, сидели бы вы здесь, и я был бы здесь, да, и спрашивал бы что-то Да. про это. Это нужно помнить и знать.
Многие, к сожалению, про это забывают. Многие это не ценят, не уважают, разводят в интернете целый хаос, друг на друга катят бочку, оскорбляют, кто лучше, кто хуже. Я считаю, что это нужно прекращать, потому что ваши старики, ваши родители, они все-таки боролись за светлое будущее, которое есть у нас сейчас, а не за то, что я вот вижу на просторах пока что интернета, но все это как бы выйдет на поверхность. Прецедент 2018 года говорит сам за себя. Люди, чеченцы, ингуши, стали еще дальше друг от друга. Вот мне просто интересно, что вас, тебя, извиняюсь, побудило помочь, там две женщины, по-моему, в фильме, чеченкам. Да. Вот, что, они даже не говорили на русском, они говорили на чеченском языке. На чеченском говорили. Артем, ты затронул эту тему, которая нашим предкам, ингушей, чеченцев, она в голову не могла прийти. Они бы были в шоке, если бы узнали, что между нами сегодня происходит. Если просто узнали, это даже буквально 30 лет назад. Никому в голову не пришло бы. Мне иногда кажется, что где-то и третья сторона волнуется по этому поводу. Но чеченский народ, ингушский народ – это народы мудрые, это народы древние, и у них всегда хватит мужества, мудрости, чтобы не вестись вот на эти вещи. Это там, как их назвать? Политика. Молодежь что-то сидит, болтает, корчит из себя что-то, которые не видали ничего в своей жизни. Родились в теплых домах, выросли, объелись домашних пирожков. И вот сели в интернет и болтают. Это же легко. Угу. А люди, повидавшие или хотя бы интересующиеся историей, бытом, жизнью, они это никогда не позволят себе упрекать кого-то. Тем более какая-то один человек, личность какая-то, берется осуждать весь народ, древнейший. Угу. Ты просто сам понимаешь, о чем ты говоришь. Кто ты такой? Вчера вылупившийся. Ну, не будем об этом. Давай о фильме. Ситуация была такая, что вот Вторая война, беженцы, у меня было свое предприятие. И ко мне пришли, как и везде были беженцы, и ко мне люди пришли. Я вижу, что молодежи среди них много. Я им говорю, давайте я вам дам и место жилья, и место работы. Два в одном. Я поехал на работу, собрал ребят ингушей и попросил их уступить работу ребятам из Чечни. И они согласились, они ушли. Я им отдал это место, они работали, 5 лет там жили, работали, зарабатывали хорошо. Хорошие ребята были очень. 5,5 лет они работали. И вот там был один парень, у которого 2 родственницы, 2 сестры, работали на рынке, торговали. И они, когда вот у них нереализованный товар оставался, они оставались ночевать, и они приходили туда. Переночевать и уехать утром. Продать и уехать. И вот я их так пару раз видел, знаком не был. И вот в один из вечеров, это 2002 год, просто интересно, я не о фильме сейчас, не фильм буду пересказывать, ситуацию скажу, просто какая была. Я заехал на работу узнать под вечер, все ли у них там нормально все. Заскочил, и они там плачут, стоят. Я говорю, что случилось? Ну, они получили 3 письма от брата за неделю. В первом письме я тяжелый, в втором я умираю. И вот 3-е письмо, которое у них в руках было тогда, когда они плакали, стояли. В этом письме было написано, пока я еще дышу, кто-нибудь приезжайте ко мне, к сестрам обращайтесь. А никуда. Ни знания языка, и тем более в Краснодарский край. И я говорю, это самое, я зашел, они плачут, я говорю, а чего они плачут? Я говорю, парню, вот не знаю, когда они какое-то письмо получили. Я подошел уже в наглую, я говорю, что случилось? Ну, думаю, помогу чем-то. И они вот мне эту историю рассказали, я говорю, сегодня же выйдем. Мы поехали. Ну, в фильме обо всем говорится, да, конечно. Естественно, и вот просто я сейчас себе
ставлю хорошую оценку за то, что я успел их довести, они успели попрощаться. Он скончался. И вот об этом фильм. Он умер. Но они успели поговорить, пообщаться, попрощаться, успели. И потом мы вернулись домой. Я ему в тюрьму отправлял письмо с поддержкой, со словами поддержки. Я ему сказал, вот я скажу, как было. Я говорю: ассаламу алейкум, Абу Бакр. Я говорю: я ингуш, я твой брат, я тебя отсюда вытащу. Береги свое здоровье. И он отправил мне обратно через сестру письмо, в котором было написано: меня живым не выпустят, сейчас идет война, времена тяжелые, у меня больная старая мама и 2 сестры инвалидов. Я единственный мужчина в семье, ради Аллаха, помоги им. И я, правда, как есть, не прочитал это письмо, потому что они в тяжелом состоянии так были. Я прочитал, как будто я скоро выздоровлю, я скоро выйду. Другой текст сам придумал, чтобы не было тяжело это слышать. И вот мы вернулись, потом, узнав, что там ситуация очень плачевная была, я решил взять эту семью на поруки. Я стал их родственником, стал им братом. Это с 2002 года иду, по сей день. По сей день. Да, я переехал в Чечню ради этой семьи, чтобы им помогать. Ситуация была ужасная просто. И через 3 месяца после этого Рамзан первый раз стал главой республики. Он еще был вице-премьером, там, помню. Вот с этого времени я там помогаю. Ну вот, я каждый раз говорю, меня, правда, критикуют. Не буду говорить, что ругают, но критикуют за то, что я говорю про братские отношения ингушей и чеченцев. И как меня попросили в Казахстане, когда сидел вот за большим столом, чтобы я не делил ингушей и чеченцев. Мы, говорит, не ингуш и чеченец, мы братья войнахи. Да, не называй нас так, это нас обижает. Типа, вот мне раз предупредили, просто для своего блога, да, люди меня разные же смотрят, и я просто показываю, как люди, да, вот можно быть вот едиными, быть в братстве. А то, что сегодня происходит, это, к сожалению, какое-то недоразумение, наверное. Просто молодежь не понимает и не знает. И кому-то невыгодно это братство. И я надеюсь, что все-таки с помощью Бога, с помощью таких людей, как ты, с помощью моих зрителей, которые все понимают и все знают и поддерживают, все наладится, и люди не будут как кошка с собакой, да, а будут все-таки жить в мире, тем более в такие тяжелые времена. Нам нужно, наоборот, быть ближе, а мы как-то друг от друга отдаляемся. Если даже, зачем, я думаю, сейчас войны какие-то ведут, да, по миру, я думаю, зачем люди друг друга убивают? Нас убивают экология, вот эти продукты несчастные, модифицированные. Рак от них. И появляется какой-то вирус, косит людей. И еще не хватало вот этих вещей. Но я мало за это переживаю, потому что братство нашего народа, оно имеет настолько мощные корни, там такой пласт, когда люди совершали такие вещи, что это нарушить нельзя. Это бесполезно. Мы это сохраним, у нас хватит мужества и мудрости. Мы сохраним. Амир, я достаточно часто говорю на тему пригородного района и о законе о реабилитации репрессированных народов, который был еще принят в 90-х годах, из-за которого, в принципе, и был межнациональный конфликт между осетинами и ингушами, если уж говорить откровенно и прямо. И я знаю, это самый, наверное, больной вопрос между двумя народами, да, ингушами и осетинами. И хотелось бы как-то его уже мирным способом решить, чтобы прекратились всякие провокации. Так вот, к чему я веду? Я был в Дангароне.
или по-ингушски Цорой-Юрт. Цорой-Юрт, это мое родовое село. Да, вот о нем я был там в гостях, Да. у Хашиевых тоже. Это январь, по-моему, 2019 года, если память не изменяет. Расскажите про свое родовое село в пригородном районе. Просто некоторые подписчики, особо одаренные, так умные, они мне пишут и говорят о том, что никогда пригородный район не был в составе Ингушетии, что ты лжешь. А я им говорю, подождите, простите, 250 лет тому назад Ингушетия подписала абсолютно, да, никто не заставлял, добровольный договор о том, чтобы Ингушетия была в составе России. Да. Вот, по-моему, даже это празднование было в этом году. Это произошло в Тарском. Самодействие. В Ангуште. Так это же пригородный район. Да. Это, значит, как это не было. Потом я пишу, говорю, хорошо, если там Джирах, да, про Джирах они мне говорят, про то, я говорю, почему у ингушей такие древние старые могилы, солнечные могилы? Я говорю, это все предки ингушей. А почему нет ваших? То есть я не против осетинского народа, я не хочу разжигать межнациональную рознь между вами, да, двумя народами. Вы соседи, а я, как говорится, вообще на Алтае там родился, вырос, но мне хочется какую-то свою лепту внести и достучаться до народа, что, в принципе, этот вопрос может решиться благодаря истории, грамотным людям на бумаге. То есть это как прецедент вот 2018 года. Быстро же подписали, все сделали. Да. Почему нельзя сделать между Ингушетией, да, и Осетией то же самое? Да. И чтобы люди друг к другу приезжали в гости, чтобы пригородный, дай бог, застраивался. Вы очень хотите, я знаю, сын, например, ваш, вы здесь с семьей живете не на своих землях. Это русские мне сейчас напишут в комментариях, да, говорят, какая разница, где жить? Это же Россия. Но для вас есть разница. Вот объясните, почему ваш народ вот хочет жить в Цорой-Юрте, в Мочь-Юрт, это Чермен сегодня название, вот в Тарском Ангушт, почему все так хотят жить на этих землях? Это наши корни. Это место, откуда вырос мой народ. Мы к этой земле прикипели. Мы сегодня вот так вот силой вырванные, корни остались там, ствол выкинули. Это больной вопрос и для ингушей, и для осетин. Но люди не должны быть настолько глупы, чтобы надеяться на то, что само рассосется. Не рассосется. Мы депортированы оттуда, можно сказать, уже в 4-м поколении. Дед, отец, потом вернулись в Казахстан, опять заселились. Потом я, и неудобно говорить, сын, скажем. Как можно у человека отнять родину? Потом ради чего жить? Как жить? Для чего жить? Вот говорят, что вот это наша земля, наши дома. Вот простой пример. Нас много простых людей слушает. Вот кресло, в котором ты сидишь, ты его купил, потрудился, заработал деньги, ты его купил. Сотни лет это кресло твое. Тебя под придуманным каким-то предлогом взяли, увезли, арестовали, на 13 лет посадили. Ты вернулся, туда зашел сосед, сидит в твоем кресле и говорит, что это кресло мое. А ты ему говоришь, когда я отсюда уходил, все же видели, что это мое. Это же проще простого. Мне обидно, знаешь что, Артем? Это, конечно, все решится. Люди не понимают даже того, им кажется, что они что-то решают. На самом деле они ничего не решают. Все идет из той инстанции, о которых они даже и не знают. Или не хотят знать. Все по воле Божьей.
Всевышний все решает. Я был помоложе, сильно переживал за эти дела. Сейчас я, поняв свою религию, узнав все это, я меньше переживаю. Конечно, правда, она, знаешь, какая, она такая настырная, это правда. Ее можно миллион раз расстрелять, 30 раз сжечь, но она вылезет. Правда, всегда вылазит. Но обидно то, как могут люди стоять на лжи, на неправде. Как может? Можно стоять некоторое время, некоторые люди. Или все люди, но короткое время. Но чтобы все и всегда говорили, что этого не было. Вот это как-то печалит. Мгм. Мы не относимся к ним плохо. Это нормальные люди. Может, правители так держат эту ситуацию. Но все дело в том, что какая бы ситуация ни была, что бы люди ни говорили, те или другие, есть законы, по которым нам предписано жить. Мгм. И закон о реабилитации репрессированных народов, хотя пробивали в основном люди из Ингушетии, но его же не ингуши принимали. Мгм. Его же принимала Государственная Государство. Дума. И я хочу попросить людей, давайте соблюдать закон. Мгм. Разве это плохо? Да. Вся история ингушей, вся суть ингушей, все чаяния, все проблемы ингушей в том, что они говорят, давайте жить по законам. Мгм. И все равно мы крайние. Это не странно? Странно. А вообще мне хочется добавить, знаете, есть такой песня, я не знаю, чьей группы, но там поется о том, что чужого не бери, свое не отдавай. Давай. Мне кажется, это как раз-таки про ваш народ, Да. которому чужого не нужно, Не ни нужно. одного квадратного метра и клочка этой земли, а свое вы не отдадите и будете все равно ждать момента, да, но то, что ваше, это ваше. Вы прекрасно знаете, потому что вся ваша история, она даже не на бумаге, она переходит от отца к сыну. И во многих, вот так уже сколько поколений. Я в этом вопросе настолько спокоен. Вся моя история моего народа, она не только вот не на бумаге, она в древних камнях, в древних башнях нашего народа, которые строили на вершинах скал. Там вся история. Я в этом смысле очень спокоен. Мне даже, когда люди обсуждают, я даже обсуждать не хочу. Просто можешь поехать, посмотреть и увидеть. Но я думаю всегда о том, на что люди рассчитывают. Вот противная сторона, допустим. Никто не хочет вражды, никто не хочет жить как кошка-собака. Все хотят спокойно жить, и растить детей и так далее, и так далее. Но на что идет расчет? На то, что ингуши устанут? Или ингуши забудут? Угу. Как можно забыть родину? Как можно забыть те зверства, которые там были? Ингуши и чеченцы, войнахи, они не забывают просто убитого своего человека веками. Одного человека. Это называется кровная месть. Веками. Могут через 4 поколения отомстить. Угу. О чем вы говорите? Ну да. Я просто вот сейчас хочу сказать, я не люблю, у меня много друзей, там, одноклассников и так далее, я рос там. Мне нравятся вот твои блоги, Артем, потому что ты всегда призываешь людей к миру, к добру, к сотрудничеству, к добрососедству. Вот это я заметил, молодец. В этом плане очень. Так и должно быть. И я ни в коем случае не хочу разжигать, но я хочу, если меня на той стороне в Осетии кто-то услышит, я хочу задать один вопрос. Вот когда эти бесчинства происходили, насколько свята на Кавказе женщина? Насколько свят на Кавказе ребенок? Насколько святы на Кавказе места захоронений,
эти базовые вещи. И мне хочется задать вопрос, вот когда эти люди, не все, конечно, в каждом народе есть уроды, и вот когда они это вытворяли, они понимали, что они это делают с кавказским народом? Ну надо же это понимать. Конечно. С кем ты это делаешь? Веками рядом надо жить. Против кого ты это делаешь? Как? Я понимаю. Бывают ссоры, бывают войны, бывает вражда, стреляют, убивают. И это все было, есть и будет. Но дотрагиваться до женщин, убивать детей. Сейчас опять скажут, этого не было, но есть такие вещи, какие животные поедали ингушских детей. Это факты есть. Не хочу сейчас говорить. И вот вопрос такой. Вы это понимали, с кем вообще на Кавказе, все народы возьмем, и именно ингуши? Какой повод они вам дали, чтобы вот так поступать? В чем они перед вами были виноваты? Вот примерно я говорю. Они что, жили за счет власти, захватив вашу территорию в ваших домах? Они что, помогали при вашем выселении, устраивая танцы? Они что, заселились в ваши дома? Что ингуши такого сделали, что было вот это отношение? А я знаю, что сделали. Они их приютили, когда они были бездомными. Вот и все. Просто я не хочу межнациональной вражды, я хочу просто люди, чтобы понимали это. Вот и все. И второй вопрос. Надеяться на то, что само рассосется, это глупо. Надо решать. Сесть, как наши предки садились за стол. Сесть и сказать: да, случилось, виноваты, получилось, накажем. Мы же кавказцы, мы же поймем. Все правильно. Ну а натворив такое, говорить, что этого не было, это 2 раза хуже. Я так считаю. Я желаю всем мира, добра, но истина должна быть истиной. Амир, и мы снова вернемся в ваше родовое село в пригородном районе Цоро-Юрт. Вот скажите, в каком поколении вот вы уже там, по сути, должны жить, вы там не живете, вот как раз-таки из-за осетино-ингушского конфликта, да, из-за этой грязной политики. В целом, так бы в каком поколении вы бы уже там жили? В 6-м, насколько я помню. Ну, знаешь, в чем дело? Вот у моего родового дома, я вот за себя скажу, там своя такая история интересная. Эти места, вот этот пригородный, там есть поселок Дачное. Его так и назвали, Дачное. Я не знаю, заметил ты или нет. Оно там, же Яндиево. Да, Яндиево, и потом назвали Дачное. Там, вот в этом районе, вот примерно, ну, не больше 10 километров отсюда, да? Но там совсем другой воздух, совсем другая атмосфера, как-то там, ну, это можно назвать курортными местами, дачными, поэтому назвали Дачное. И там была, вот в Чермене, вот с Базоркина, Мачхаюрте, была дача Уварова, князя Уварова. Дальше была дача Саакадзе, по-моему, грузинского. Одним словом, этот дом перешел к дяде моего дедушки. Был такой деятель, тогда состоятельный человек, Саадулла Тимиев. Он был вице-премьером в Горской республике. Лидером Горской республики, тогда объединявшей весь Кавказ, был Абдулмежид Арцуевич Чермоев. В народе его звали Топа. И у этого Саадуллы Тимиева Чермоев купил этот дом. Это был старый древний особняк. И этому Чермоеву, когда вот Горская республика распалась, этому Чермоеву как-то пришлось эмигрировать отсюда. И его вот это преследование некоторых людей, некоторых сил, его застало, как раз он находился там в селе. И он говорит: кто меня сможет проводить в Турцию,
вот это будет ценой за этот дом и земли. Ну, там не только проводить, тогда люди бедные были, и мой дед имел эти возможности. Мой дед проводил Тапу Чермоева на город Поти, отвез его, нанял там паром. Это в Грузии. Это в Грузии, да. Он нанимает паром, мой дед, отправляет Чермоева со своей, ну, кто с ним был, на Трабзон, Турция, Трабзон, порт есть такой. Да. Да. Это я слышал. И оттуда он эмигрировал во Францию, в Париже он похоронен, как и Чабаги и Сингери, они в Париже, на одном кладбище захоронены. И вот от Тапы Чермоева этот дом достался моему деду уже. Потом нас в 1944-м выслали, а мой дед был министром лесного хозяйства Ингушской автономной области. Министром. Его штаб-квартира, все это было в Владикавказе. Сейчас на территории, где у него было все лесхоз, все это место, сейчас там рынок привоз. Так, въезжаешь, вот с левой стороны рынок привоз. Это территория, где работал, жил мой дед. Вот, в Владикавказе. Тогда он был ингушский. Ну да, Вот. правый берег. Ну да. Вот. И нас выслали в Казахстан. Мы вернулись и заехали в свое село. В нашем доме 8-летняя школа. Дом огромный, особняк, и там сделали школу. 8-летняя школа. И я, сын репрессированного, хожу в школу в свой дом. В собственном доме я хожу в школу. Так оно длилось несколько лет. Потом начали строить новую школу. А потом сказали, что здесь будет садик детский, колхозный детский сад. Все колхозники жаловались, что в селе нет детского сада, будет детский сад. Опять он к нам не возвращается, наш дом. И в этот момент, это 79-й год, мне тогда 10 лет, начался ввод войск в Афганистан. Вот начало афганской войны. Мой брат тогда служил в Витебской десантной дивизии в Белоруссии. Знаменитая десантная дивизия была Витебская. И она была брошена первой вот в эту войну. И он пропал там без вести. Мой брат до сих пор считается пропавшим без вести. И там похороны. Люди его сильно любили. Прекрасный парень был такой, симпатичный. И на эти похороны приехал первый секретарь обкома партии Осетии, был Кабалоев тогда. Люди помнят его, знающие. И он стоял, общался с моими дядями и с моим отцом. На похороны он приехал. Я мимо проходил, он говорит, а это кто? Это младший брат погибшего. Он меня позвал и дал мне 100 рублей. На руки поднял, дал мне 100 рублей, пустил Кабалоев. И в этот момент он позвал маму нашу, которая была в шоке, не знала, где она, что, сын пропал. И он сказал, я хочу помочь вашей семье, мы поможем, там, квартирами или чем-то еще, что вам нужно. И тогда мама сказала, вот наш родовой дом, там сейчас хотят садик сделать, можно было. И вот таким образом он вернулся к нам, этот дом. И он простоял до 92 года, до этих событий. Это был старинный особняк, люди знают, что, как все было. И он был сожжен этими южанцами, как их там, с Южной Осетии ребята. Кударцами? Да, кударцами. Подожгли. Потому что они попросили вот эти, как рассказывают люди знакомые, они попросили, там российские танки были, они попросили, чтобы из танков постреляли, а танки не брали. Стены были настолько широкими, что вот окно вот посередине, да, с этой стороны я матрас клал, ложился, и с той стороны. До 1,70 м доходили стены широкие. И танки не брали. Это рассказывали, когда этот дом строился, каждый булыжник мыли, раствор делался на молоке, добавлялся белок яичный. Вот так раствор делали. Мощный дом был. Но обидно было. Ему на тот момент было 182 года. На момент 92 года ему было 182 года. Это старинный особняк, старая кладка. Хороший дом был. Так и не смогли они танками его разрушить. Потом они заложили внутри взрывчатку. Это им было легко сделать, потому что мы стояли как-то особняком. На соседей не было в стороне. Ну, взорвали, он потом сгорел. Потом растащили камни, себе фундаменты сделали. Мои соседи.
Все. Дом исчез. Вот такая история была у этого дома. Ты заговорил про Афганистан. Да. Просто я знаю, что твой брат, да, есть улица Хашиева. Да. Это, и я еще заметил, про это в фильме тоже сказано, Да. в документальном. Ань, можешь рассказать про своего брата? Так, вкратце, для подписчиков. Мы просто тоже с другом спорили, я говорю, вроде бы эта улица точно в пригородном районе, не в Назране. Не, Да, там. я знаю, что даже именем его была названа школа, Да. и потом ее просто переименовали после всех вот этих событий. Да. Да, там со скандалом большим, как обычно. Да. Вот можно так вкратце про брата сказать? Брат, когда он призывался, мне было 9 лет, в мае 1978 года. Я помню, как его провожали, тогда устраивали проводы, вечер проводов такой. Я все помню, как сегодня. Он был настолько хорош, учился на отлично, читал постоянно, он в автобусе, дома, за столом, всегда книга. Очень был начитанный. И очень такой крепкий, высокий, симпатичный и очень добрый парень. Очень добрый. Вот те времена, я помню, как-то в клуб привозили фильмы. Ну, нравы были тогда строгие, не как сейчас. Тогда и в кино девушку не пускали. А девчата вечером соберутся, там соседки, они, вы в фильм привезли, меня папа не пустит. И он такой идет к отцу, говорит, со мной, говорит, пустишь? Да. И возьмет человек 20 девушек, идет в клуб, говорит, на этот ряд никто не садится, сзади никто не садится, посидит с ними, фильм посмотрит, и каждую проводит, вернется. Его сильно любили все девушки, все парни. Хороший был парень, здоровенький, крепкий, симпатичный, высокий. И попал, в десантные войска попал, и в Афганистане пропал без вести. То есть он был награжден посмертно орденом Красной Звезды. Угу. Там она сейчас в Владикавказе в музее лежит, эта звезда. И вот улица названа, где он жил, откуда он призывался, эта улица названа его именем. Хашиева улица. Школа тоже, говорят, была его именем. Я не знаю, почему ее поменяли потом, я не знаю. Так местные жители рассказали. Да, 40 когда я там был, тоже. да, в Дангароне. Значит, до 92-го года был заслуженный, а после 92-го не заслуженный. Потому что ингуш, как обычно. У нас же межнациональная политика. Я так сказал, чтобы этого не сказать. Что делать? Я это скажу зато. То, что я знаю, и зачем мне обманывать, врать. Нельзя вести себя особенно кавказским народом, тем более, где в каждом сказании, в каждой сказке одна героика. Артем, у нас одна героика везде. У нас джигист сражается с каким-то злым существом, побеждает, он спасает детей, женщин и так далее. Он готов умереть, чтобы там и так далее. А тут вести себя вот так вот, у меня даже возникают некоторые вопросы. Да. Все эти люди были за мир, за добро. Все, кто отдали свои жизни и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане. И жаль, что многие погибли в таких конфликтах, как Осетино-Ингушском. Да? Абсолютно. Я заметил, что народ ваш страдает именно не из-за войны, которая где-то идет, и туда ингушей направили, а когда к вам приходят и пытаются урвать кусок земли, пытаются отобрать то, что принадлежит вам. Когда мне говорят и пишут в комментариях, пусть твои ингуши, я говорю, во-первых, не твои, а наши, потому что Ингушетия — это Россия. Придут и заберут эту землю. Я говорю, подожди, говорю, а как они должны прийти и забрать, если это их земля? Я говорю, они ничего не должны забирать, им просто должны отдать то, что принадлежит им. Это же неправильно. Я надеюсь, что все-таки все, что я делаю, все, что мы сегодня обсуждали, Бог об этом знает, услышит, и этот вопрос все-таки решится не ножом, не кинжалом, не танком, не БТРом. Естественно. Чтобы ни одна душа, как говорится, просто
просто то, что вот вы мне рассказали про женщину, я был на кладбище, у меня теперь эта картина, в мемориальном комплексе, где захоронены женщина, здесь похоронена женщина без головы. Да. То есть обезглавленная, там так было написано. И мне бы не хотелось, чтобы были вот такие камни надгробные на кладбище, чтобы детские камни стояли, детские могилы совсем маленьких детей, которые даже не увидели эту жизнь из-за взрослых игр, которые сейчас политических ведутся. Да. Я надеюсь, что на Кавказе это прекратится. У меня есть свое мнение вот по этому поводу. Конечно, никто никому не желает зла, никто не хочет межнациональной вражды и войны, никто к этому не призывает. Я рос там, у меня там мы прекрасно уживались, все было нормально. Я единственное, что хочу сказать, вот сами события в пригородном районе, они были предисловием к Чеченской войне. Угу. Люди, понимающие об этом, знают. Но не надо идти на поводу людей, которых называют партией войны, и этим самым набирать себе какие-то, ради каких-то дивидендов, ради того, чтобы очистить пригородный район от коренных жителей Ингушей, опять же. Это все нужно решать мирно. Это все нужно решать так, как решали наши предки на Кавказе. Я хотел сказать про стариков ваших, которые это предсказали. Артем, главное сейчас, я хочу, чтобы эту мысль, в Осетии тоже много умных, мудрых, порядочных людей. Да, очень, согласен. Очень много. Я знаю их. Просто много людей таких. Я знаю. И я хотел бы, чтобы они услышали, что время решения этого вопроса, оно сегодня. Оно сегодня, когда это сделать легко. Сегодня сделать легко, потому что сегодня в мире происходят вот такие процессы, неизвестно, к чему это все выльется, во что выльется и к чему приведет. Поэтому я призываю наших соседей, с которыми бок о бок веками мы жили и с которыми надо еще жить, я бы хотел их призвать к тому, чтобы они и наши сели за кавказский стол и решили этот вопрос до того, как он будет решен независимо и от нас, и от них. Да, согласен. Вот эту мысль люди должны уловить. А еще хуже будет, если мы, сегодня живущие, передадим эту проблему потомкам. Да. Будет еще хуже. Поэтому это не трудно. Вот осетинам, наверное, кажется, что если пригородный район перейдет под юрисдикцию Ингушетии, что им нужно покидать и так далее. Нет, ингуши не такие. Ингуши и чеченцы – это самый добрый народ на земле. Я уже смело об этом говорю. Мы никогда не будем никого притеснять или и так далее. Они это сами прекрасно знают. И никогда не притесняли. Это все разговор. Это благородные люди, и никогда ничего не будет. Они просто... Территория станет под юрисдикцией Ингушетии, как она и должна быть. Мы сколько лет мы живем оторванными от своей родины. Возвращаемся, вырывают. Возвращаемся, вырывают. Ну сколько это можно? А то, что ингуши смирятся, пока на небосклоне солнце выходит и заходит, никогда ингуши не смирятся. А вот эти две мысли я хотел, чтобы люди услышали. Лучше решать миром и сегодня, и пусть люди знают, что никогда Ингушетия с потерей родины своей не согласится. Ну и в завершении, так, посмотри, там красная горит. Горит, все, пусть идет. Чуть выше, потому что это конец. Ну и в завершении этого выпуска я бы хотел, Амир,
поблагодарить тебя за приглашение, за то, что ты так душевно все еще раз рассказал, показал. Я знаю, как много стариков, как много ингушей, чеченцев проживает за пределами своих республик, которые ждут подобных выпусков. Я знаю, что меня стали смотреть совсем молодые. Как раз вот мы и говорили, что в руках молодых-то будущее есть. И, как говорится, вы их все проблемы передадите им в итоге, и они дальше будут решать. Хотелось бы, чтобы всегда была дружба. Понятно, это звучит сейчас банально. Вот дружба, что ты заладил. Но а смысл тогда этой жизни? Да. Вот. Для чего жить? Для чего тогда жить, если не сеять добро, Конечно. не сеять, в конце концов, эту дружбу? Что посеешь, что пожнешь, это, опять же, будущее наше. Вот, я был рад увидеть на просторах интернета фильм, который в очередной раз показал мне всю истину, и я еще раз убедился лично для себя, что я говорю правду, я не соврал ни в одном из блогов, ни в одном прямых эфиров, потому что я всегда сомневаюсь, когда меня критикуют, и я все время думаю, что я, наверное, что-то не то сказал. Но в этом 30-минутном документальном фильме все точки расставлены просто над «и». И я вместе с Амиром рекомендую вам его посмотреть. Ссылка появится прямо сейчас на ваших экранах. Либо в конце этого блога вы просто перейдете на новое видео и посмотрите его, оцените, зададите, возможно, какие-то свои вопросы. В принципе, у меня все. Если есть что-то сказать и добавить зрителям, подписчикам, вот у меня сейчас большой цикл блогов начнется про Грузию. Для вас это братский народ, вы можете обратиться. Я знаю, что грузины смотрят. Ну, слушателям, зрителям, подписчикам я бы хотел сказать, подписывайтесь на Артема Плата. Потому что человек никогда не призывает к вражде, не призывает к насилию, к разладу никакому. Человек хочет, чтобы все жили мирно, дружно, по-добрососедски и соблюдали законы нашей страны. Это вот самое главное. Это самое главное. А еще я бы хотел подчеркнуть. Вот мы сейчас сидим здесь на красивых креслах, у нас здесь есть стол. Да. Вот мне бы хотелось, вот я как русский по своей национальности, ты ингуш, за кадром тоже ингуш и чеченец, я был также и в Грузии недавно, в Армении, и вот мы сидели вот за таким же столом у бацбийцев, кстати, очень близкий к вам народ, да, они христиане по своей религии. И вот Ризо сказал очень мудрый тост и сказал, говорит, вот здорово, чтобы вот так русский, ингуш, в целом в Вайнахе, там были грузины, я как бацбиец, собирались вот за таким столом, говорили о дружбе, не было спор, разногласий, абсолютно еще разных религий, разных воспитаний, мировоззрения и так далее. Мы вот так посидели, и я с очень положительными эмоциями вышел. И вот надеюсь, что вот такое гостеприимство, вот такая доброта между народами, она все-таки останется, да, и мы будем большим примером для потомков. Ну а вам спасибо большое, что Баркал посмотрели этот выпуск. Как сказал Амир, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Я это все узнал из своего путешествия по России, по Кавказу, а именно по республике Ингушетия. С вами я не прощаюсь, я говорю до встречи, встретимся с вами в понедельник. Народ Ингушетии не сможет сломить никакая политическая система. Они закаленные, как сталь. Они, как и все нормальные люди в мире, хотят мирного неба над головой, взаимоуважения и справедливости. А самое главное, их вера в Аллаха, в единого Бога никогда не даст опустить им руки. Справедливость к этому народу однажды придет. Я в это верю. И вам, ингуши, нужно верить и стремиться к лучшему в этой жизни. Никогда не теряйте надежду.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.